В Ташкенте планируется строительство буддийского храма. Туркменистан. 1 миллион фунтов на скаковые дорожки. Средний класс в Таджикистане. $37 в месяц. В Ташкенте хотят построить буддийский храм, сообщает подробно УЗ со ссылкой на столичные власти. Об этом стало известно по итогам переговоров между послом Индии Сантошем Джа и столичным хакимом Джахангиром Артыкходжаевым. В ходе встречи Сантош Джа попросил содействия столичного градоначальника в ряде вопросов, в том числе открытие мемориала Махатмы Ганди в честь 150-летия со дня его рождения, а также выделение в Ташкенте по просьбе индийского сообщества земли под строительство буддийского храма. В свою очередь, мэр Ташкента Артыкходжаев выразил готовность оказать всестороннее содействие в решении данных вопросов в рамках своей компетенции. Корреспондент Хабархо обратился к известному исламскому блогеру Махмуду Абдуль-Мумину с просьбой прокомментировать ситуацию. На сегодняшний день, несмотря на то, что Узбекистан является мусульманской страной, в ней притворяется политика секуляризма, и режим всячески способствует и поощряет не только строительство храмов, а также строительство и открытие различного рода развлекательных учреждений, таких как ночные клубы, казино и тому подобное, где полным ходом распространяется разврат, что в свою очередь способствует разложению общества. Самое поразительное в том, что, оправдывая это светскостью и демократией, режим Узбекистана в то же время запрещает открытие и функционирование мечетей, объясняя это отсутствием необходимых документов. Туркменистан оформил заказ на покупку покрытия для скаковых дорожек для ипподромов у английской фирмы Andrews Bowen Ltd. на общую сумму 1 миллион фунтов стерлингов, сообщает издание Blackpool Gazette. Компания должна поставить в Туркменистан 10 тысяч тонн материала до начала сезона скачек в апреле. По словам владельцев фирмы, сделка заключена очень быстро, а поставить заказ нужно в очень короткие сроки. Покрытие состоит из смеси песка, воска и синтетических волокон. Как отметил один из представителей компании, несмотря на то, что в Туркменистане есть целая пустыня, песок из каракумов не подходит для покрытия из-за слишком округлых песчинок. Кроме покрытия, Andrews Bowen поставит в Туркменистан оборудование по уходу за скаковыми дорожками. Отметим, что ежегодно в апреле в Туркменистане отмечается День ахалтыкинского скакуна. В этот месяц по всей стране проводятся праздничные мероприятия и скачки. Периодически в соревнованиях принимает участие президент Гурбангулы Бердымухамедов. Напомним, что за последние несколько лет страна попадает в разнообразные антирейтинги из-за катастрофически низкого уровня жизни и нищеты, а в прошлом году местные жители неоднократно жаловались на дефицит базовых продуктов питания. Каждый четвертый таджикистанец тратит в месяц $37, и это является признаком среднего класса. По крайней мере, так считает агентство по статистике при президенте Таджикистана, пишет Радио Азади. К среднему классу по-таджикски может относить себя человек, который способен тратить в месяц 365 самани, $37. Таких в стране 24%, утверждает ведомство по статистике. Но тех, кто на родине относят себя к среднему классу, за пределами Таджикистана могут считать бедными, отмечают местные эксперты. Агентство по статистике при президенте Таджикистана определяет уровень достатка гражданина не по доходам, а по его ежемесячным расходам. Начальник управления демографической статистики, занятости населения и социальной статистики агентства по статистике Таджикистана Абдуваликулов заявил: согласно последним данным, к среднему классу может относить себя человек, который способен тратить в месяц 365 самани. Среднего достатка считается семья, каждый член которой тратит в месяц от 365 до 567 самани, подчеркнул он. Люди, тратившие в месяц более 567 самани, могут отнести себя к зажиточным. Однако даже зажиточные таджикистанцы по международным стандартам считаются бедными.
Однако число людей среднего достатка последние 3 года остается на уровне 24%. Алишери Камолиддин, водитель такси в Душанбе, говорит, что по стандартам агентства по статистике он может считаться человеком среднего достатка. Смотрите, я каждый месяц только на покупку памперсов для младшего сына трачу 300 самани. Месячный доход у меня более 2000 самани. Но я работаю таксистом на арендованной машине, к тому же мы снимаем квартиру. Все заработанные деньги уходят на оплату аренды машины и квартиры, а также на питание. Кто же я, средний класс или малоимущий? Но и за это я благодарен Аллаху, говорит Алишер.